селе Бургере. Добрый день, дорогие жители и гости Батырской земли. Наш район – удивительный край. В нашу землю нельзя не влюбиться. Она добра и гостеприимна, щедра на трудолюбивых и талантливых людей. Она славится своими традициями и обычаями. Она прекрасна во все времена. С днем рождения, край наш любимый, всех дорог долгожданный причал, век от века гостеприимный, всех друзей под крылом примчал. Красотою твоей восторгаться люди выйдут на нивы гурьбой. С днем рождения мы повторяем, с юбилеем, район дорогой! Батырский район – земля легендарных людей и событий. Сегодня району 95. Падальелем шеклей, долангей, саудышерес кулей немлей, саркирей шурибе чечеклей, шулдан шул, бой илизе тереклей. В биографию нашего района вписано немало легендарных страниц, подвигов и побед. Любимый наш Батырский район, мы тесно связаны с тобой. Сплелась судьба с твоей, моя, у нас история одна. Из исторической справки следует, в период новой экономической политики 20 века произошло определение административно-территориальных границ областей и районов Российской Федерации. Именно постановлением Президиума Всероссийского Центрального исполнительного комитета от 5 сентября 1927 года о районировании Чувашской АССР были утверждены 17 районов Чувашской АССР, в том числе наш Батырский район. 2022 год для нашего района стал юбилейным. Юбилей – это праздник, а на праздник мы всегда приглашаем друзей. Сегодня в этом зале приглашены и присутствуют почетные гости, ветераны труда, земляки и жители нашего любимого района. На сцену приглашаются глава Батырского района Николай Антонович Тиняков и глава администрации Батырского района Рудольф Васильевич Селиванов. Олег Алексеевич, Хаклах Назем, Юратна Таварцем, Тусем. Уважаемые батыровцы, от всей души поздравляю вас с 95-летним юбилеем нашей малой родины, образованием Батыровского района. У нашего района славная история. Мы сегодня благодарностью вспоминаем наших прадедов, стоявших у истоков образования района. Преклоняемся перед земляками, которые сражались на фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся подвигами наших аграриев, творческими, научными успехами и спортивными победами уроженцев нашей Родины, малой Родины. Батырский район – один из динамично развивающихся муниципальных образований республики. Открываются новые производства, объекты социальной инфраструктуры, благоустройства. Делается очень много для комфортной жизни каждого жителя. Сегодня день юбилея района. Низкий поклон нашим ветеранам. Огромные слова благодарности нашим труженикам, аграриям, предпринимателям, работникам социальной сферы, всем, кто творит сегодняшнюю историю. Мы возлагаем большую надежду на нашу молодежь. Именно ей предстоит строить новую жизнь. Уважаемые друзья, пусть сегодняшний праздник станет ярким и незабываемым событием, вдохновит нас на новые свершения, на благо родной земли. Пусть жизнь станет еще комфортнее и счастливее, и радостнее. Доброго здоровья, активного долголетия, гармонии и любви в семье, уверенности в собственных силах и в завтрашнем дне всем нам. Уявля дебедусе. Хиземле Олег Алексеевич Хаклах Назем, Гендершлем, уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые земляки и гости.
95 лет для истории – это только миг жизни одного человека. Но для нас это период становления, поиска и роста, период, который удалось району стать стабильно развивающимся. Это незабываемые события дарит нам прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы совместной деятельности. Все эти годы Батуровский район вместе с республикой идет в ногу по пути развития, продолжая исторические традиции и внося достойный вклад в дело укрепления Чувашии. Почти вековая история района – гордость многонационального, многоконфессионального батуровского народа. И это возлагает серьезную ответственность на нас, ныне живущих и работающих в районе, за ее настоящее и будущее. Мы по праву гордимся славной историей и традициями родной земли, современными достижениями и главным богатством района – трудолюбивыми, талантливыми жителями. В день празднования юбилея мы с благодарностью вспоминаем наших предков, всех стоящих у истоков основания района. Преклоняем перед земляками, которые достойно сражались на фронтах войны, отстаивали свободу и независимость Родины. И сегодня на страже нашей великой России парни Батуровского района показывают достойный пример отцов и дедов, принимая участие в специальной военной операции на Украине. Из года в год Батуровцы успешно реализуют амбициозные проекты, тем самым создавая комфортные условия проживания на селе и улучшая качество жизни каждой семьи. Перед районом еще много серьезных задач, решение которых – деление времени. Уважаемые батуровцы, 11 сентября нам предстоит принять участие на выборах депутатов собрания депутатов Батуровского муниципального округа первого созыва. Надеюсь, наши избиратели, как всегда, проявят свою активную жизненную позицию и проголосуют за достойных. Тем самым мы в очередной раз докажем, что мы едины, сплоченны и неравнодушны в судьбе родного района. Огромные слова благодарности от имени всех жителей района вам, Олег Алексеевич, правительству республики за помощь и поддержку наших инициатив. Я горжусь своими земляками и заверяю в том, что на эту заботу наши труженики ответят новыми трудовыми достижениями и внесут достойный вклад в социально-экономическое развитие республики в целом. А вместе мы сможем достичь весомых показателей и новых рекордов. Юбилей района – это дата, которая является точкой отсчета достижения новых рубежей в социально-экономическом и духовном развитии. Перешагнув эту рубеж, мы подводим итоги проделанной работы и ставим перед собой новые долгосрочные задачи, которые требуют от каждого из нас большого трудолюбия и высокой ответственности. Уверен, что население района достойно справится с возложенными задачами. Искренне желаю родному району стабильности и процветания, а всем его жителям крепкого здоровья, больше добрых дел, радостных событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших домах всегда царит мир, тепло и уют. С юбилеем, родной Батуровский район! Слово для приветствия и поздравления предоставляется главе Чувашской республики Олегу Алексеевичу Николаеву. Гөрбі болды қақы ұлдарсем, падірезем, баян, шак, аңы уява, келіне қыназем. Палақ, тағырым белікшіл, вырым жыл. Анжақта малалай жыл, ондан да вырымрақ пұлдыр, біріншінде район жан, тада Палақ енді район мүнчен хипеге, яна хипеге, шақ құрбеші ұлдырық, хастарын, мабулдарды дезет, калашын чырмалдана кепшіре баян. Дорогие друзья, я продолжаю слова поздравления с этим замечательным праздником. Хочу отметить несколько моментов. Первое, это, конечно же, 95 лет, достаточно большой срок для жизни общества, как для отдельного района, так и для государства. За это время поменялось несколько поколений. Но важно то, что эти поколения продолжили каждый славные традиции, заложенные нашими предками. И Батуровский район всегда отличался такими качествами живущих здесь людей, как инициативность,
напористость, умение достигать поставленных целей, а самое главное – делать это дружно, объединяя усилия. Наверное, поэтому батаревцы достаточно, скажем так, результативны были во многих сферах, ну и заметны в разных делах. Говоря о сегодняшнем дне, мы с вами, конечно же, с одной стороны, продолжаем, делаем все, чтобы продолжить и развить те славные традиции, а самое главное, делать это с использованием тех возможностей, которые открываются изо дня в день. Это и новые технологии, такие как цифровизация, различные процессы реализации наших проектов в области строительства дорог, домов, системы коммунального хозяйства. Но при этом очень важно, конечно же, это делать через комплексное видение развития территории. И ровно для этого мы с вами очень много общаемся, обсуждаем и вырабатываем далеко идущие планы, ну, как минимум на ближайшие 5 лет, потому что, очевидно, вот быстро меняющемся мире, в мире изменений, которые мы с вами сегодня проживаем, важно быть мобильными. Важно, чтобы мы сами были готовы к этим изменениям, а самое главное – успевать реализовать те задачи, над которыми мы с вами работаем, используя, как уже выше сказал, открывающиеся возможности. Вот сегодня только мы посетили несколько объектов, причем новых объектов, которые заработали сегодня на Батаревской земле. Это и производство продукции из молока, пока сыров, в дальнейшем это будет большой ассортимент продукции. Это и новая амбулатория, врачебная амбулатория, это и новый многоквартирный дом. Но это только часть объектов, которые будут запущены только в этом году. А в ближайшие годы этих планов еще больше. И вот эти все возможности у нас с вами появились прежде всего благодаря решению президента страны Владимира Владимировича Путина. Мы с вами являемся свидетелями очень многих инициатив со стороны президента, очень многих поручений, которые обозначены им прежде всего для руководителя регионов, лично для меня, для депутатов Государственной Думы, для других государственных служащих, для того, чтобы очень важные, нужные для людей составляющие качества современной жизни, составляющие, которые обеспечивают современный стандарт жизни, были реализованы в кратчайшие сроки. И вот здесь как раз появляется ровно необходимость использования ровно тех свойственных для батаревцев вещей: инициативность, напористость и умение объединять усилия. Я желаю, чтобы вы придерживались вот этих уже сложившихся для вашего муниципального образования традиций, объединяли усилия, конечно же, со всеми другими муниципальными образованиями. А сегодня здесь находятся, насколько мне есть, главы администрации всех муниципальных образований, достаточно большое количество членов правительства Чувашской Республики, депутаты различного уровня и Государственного Совета Чувашской Республики, и Государственной Думы Российской Федерации. И вот это как раз и говорит о том, что мы с вами можем вместе порадоваться, вместе праздновать праздники, а в нужное время, вместе объединяя усилия, решать задачи, которые стоят перед нами, и преодолевать трудности для того, чтобы претворять в жизнь те большие амбициозные задачи, которые перед нами стоят. При этом понимая, что не будет все гладко, будут проблемы, но важно идти по выбранному пути, следовать выбранному направлению. И тогда, несомненно, мы придем к тем целям, ради которых эти движения начинали. С праздником, дорогие батаревцы! За добросовестную работу, благодарность и часы от главы Чувашской Республики вручается Никитиной Наталье
Гайдуне, начальнику отдела социального развития и по вопросам развития туризма администрации Батыревского района. Награжденных просим остаться. Власниковой Ильфие Ильфитовне, ведущему специалисту, эксперту отдела экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений администрации Батыревского района. Селивановой Юлии Анатольевне, инспектору по контролю за исполнением поручений многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Уважаемые награжденные, просим сделать общую фотографию на память под ваши бурные овации, дорогие друзья. Спасибо, награжденные. Дмитрий Алексеевич, спасибо огромное. Чтобы это мероприятие наполнено праздничным настроением в этот день и вселило в нас надежду и веру в дальнейший успех, внимание, дорогие друзья, праздничный торт. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья, с юбилеем! Почему я веселый такой, а я играю на гармошке? Олег Алексеевич уже сказал, здесь народ очень предприимчивый, творческий. Мы в этом еще раз убедились, когда прошли через палатки, представляющие разные поселения, на фотографии известных людей, которые представляют Батыревский район. И очень много творческих. Профессора, Лев Катеринонович Кураков, например, мой давнишний друг, много писателей, Геннадий Николаевич Айгин, например, ну не только он, Михаил Юкма и так далее, можно перечислять. И творчество Батыревского района, конечно, выражается и в деловитости. Я уже приводил пример, что однажды посмотрел статистику, в Батыревском районе оказалась самая низкая заработная плата в Чувашии, что меня удивило. Но при этом самые высокие вклады населения в банк. Это говорит о чем? О том, что получают хорошо, но платят мало в бюджет. Сейчас, правда, Рудольф Васильевич убеждает, ситуация исправляется, приходится быть более прозрачными для того, чтобы получать государственную помощь. Нормальный процесс. Я думаю, что вот эта оценка 95 лет, она, конечно, такая промежуточная, потому что история жителей Батыревского района и всей Чувашии более древняя, намного более древняя. 2 дня назад я был в Татарстане и беседовал с Миникановым и Шаймиевым. И они, кстати, передавали большой привет и Олегу Алексеевичу, и Батыревскому району, когда я сказал, что сюда поеду. И они говорили о том, что история, конечно, Чувашии, которая ближе, по их мнению, не по моему мнению, а по мнению известных татар, более тесная, связанная с булгарским народом. А здесь, как известно, в районе есть городища, которые напоминают о нашей древней истории. И вот надо бы покопаться, надо вспомнить творческое начало батыревцев и очень глубоко покопаться в нашей истории для того, чтобы восстановить справедливость и показать большие древние корни
чувашского народа и народов, которые здесь живут, богатые корни. И, очевидно, опираясь на эту историю, вот сегодня на выставке очень хорошо показали эту историю, на те традиции, на великих людей, живущих здесь, мы должны двигаться вперед. И вот посмотрев выставку, посмотрев ту плеяду блестящих жителей, людей, которые здесь родились, можно смело говорить о том, что и у Батыревского района, и у Чувашии большое будущее. Желаю успехов, удачи, процветания Чувашии и нашему Батыревскому району. Шаблабу! Для поздравлений на сцену приглашается вице-премьер правительства Чувашии в лице Михаила Геннадьевича Ноздрякова, Степанова Владимира Геннадьевича, Сергея Геннадьевича Артамонова. Добрый день, дорогие батыревцы, уважаемые друзья, гости сегодня этого замечательного юбилея. Хочу сказать, что с огромной благодарностью и радостью сегодня нахожусь с вами на этом прекрасном празднике. Моя работа больше связана с такой кабинетной работой. Сегодня мы, правительство республики, глава Чувашской республики, реализуем очень много программ, стратегию нашего развития и очень разных направлений. Это и образование, и здравоохранение, и дороги, и благоустройство, и жилищно-коммунальная сфера. Но я, к сожалению, эти результаты больше вижу там на бумаге и из докладов от моих уважаемых коллег Сергея Геннадьевича Артамонова, других министров. И мне, конечно, сегодня было очень полезно и интересно побывать здесь, в районе, и посмотреть, насколько это хорошо и как получается, и насколько это приносит радость, удовольствие и комфорт нашим жителям. Сегодня мы, конечно, посмотрели, я в районе здесь не был лет 8. И на самом деле, когда мы сюда приехали, у меня такие ощущения, что я не то что в другую республику, я в какую-то другую страну приехал. Вот вы каждый день здесь живете, вы, наверное, вот не сильно это вот ощущаете, а для меня был такой яркий контраст. Мне кажется, вот за последние годы очень много изменилось к лучшему. Вот то, что сегодня мы говорим о том, что у нас открываются новые амбулатории здравоохранения. У нас даже начну не с этого, начну с того, что как у нас развивается сегодня агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, сколько программы, которые реализуются, сколько открывается ферм, люди работают, растет производство. Социальная сфера, это и клубы, и больницы, и другие школы, ремонт школы и так далее, и так далее. Все эти программы. Но эти программы, они всегда останутся на бумаге и никогда не будут реализованы, если они не лягут на благодатную почву. Вот о чем сейчас говорили Олег Алексеевич и Антон Геннадьевич. То, что здесь живет такой талантливый, энергичный, трудолюбивый народ, это фактор успеха, что во все возможности, которые даются государством, бизнесом, вообще жизнью, они здесь все приживаются, все лучше, и все реализуется. Этому невозможно не радоваться. И не могу не сказать о том, что вот действительно такой талантливый народ, и то, что сегодня мы посмотрели действительно историю, сколько талантливых, известных в мире, в России людей, сынов этой земли. И как было сказано, это и поэты, и писатели, и герои Советского Союза, герои социалистического труда, ученые известнейшие, очень много талантливых людей здесь родилось, жили и живут сегодня. Поэтому с огромной радостью хочу поздравить вас с праздником. Я уверен, что здесь есть все для того, чтобы и наша Чувашская республика, и Батыревский район активно развивались. Ну и, конечно, та радость, та энергетика, которую я сегодня получил здесь, безусловно скажется на
формировании новых программ, на том, как я и мы, Министерство финансов, формируем, реализуем и исполняем бюджет. С праздником, с юбилеем! Уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые дорогие жители Батаревского района, дорогие земляки, примите самые теплые поздравления в связи с 95-летием образования Батаревского района. Большой праздник, огромный срок, 95 лет. Много или мало, но за этот период уже столько сделано, а еще сколько предстоит сделать. Батаревский район всегда носил и вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской республики. Благодаря поддержке правительства и главы Чуваши Олега Алексеевича Николая мы видим, как процветает жизнь в муниципалитете. И с каждым годом темпы процветания и благополучия района, они больше и больше. Мы видим, как преображаются улицы, как появляются новые рабочие места, производство, становится качественной доступная и медицинская помощь. Продолжать нужно долго, но все же главным достоянием района всегда были и есть будут люди, которые живут на территории Батаревского района, которые создают своими руками, своим трудолюбием эти окружающие пространства, благоустраивают свой район и повышают его благосостояние. Здесь каждый гражданин живет любовью к своему району, к своей республике, но и все это выливается любовью к родине нашей страны, Российской Федерации. Благодаря труду и таланту многих поколений в Батаре создан значительный экономический, культурный и интеллектуальный потенциал. Именно способности и квалификация специалистов, умение эффективно трудиться, любить свою малую родину является залогом процветания любой территории. Заложенные десятилетием традиции сегодня бережно сохраняются и приумножаются теми, кто приходит на смену отцам, создавая прочный фундамент дальнейшего процветания района. Искренняя благодарность патриотам Батаревского района, всем, кто стоял у истоков становления района, думал о его будущем, строил и созидал. Это руководители района разных лет, работники промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, в том числе образование, культуру, здравоохранение. И в этот праздничный день, дорогие земляки, примите самые теплые, искренние пожелания. Во-первых, крепкого здоровья, добра, любви, чтобы наш район продолжал процветать, развиваться. Желаю вам новых высот, достижений и побед. С праздником! Хизепля, Олег Алексеевич, Хизепля, район Междужизем, Хизепля, Едежсем, Ишчерсем. Добрый день, Олег Алексеевич, руководство района, уважаемые земляки, гости. Хорошо в конце говорить. Почти все уже сказано. Для меня важно было сегодня главное, чтобы Олег Алексеевич, он часто выезжает, этот контраст, он, может быть, и не так чувствует, как Михаил Геннадьевич. Для меня было важно, чтобы все понравилось министру финансов. Он это сегодня подтвердил. Это тоже, между прочим, очень важно. Не подвели сегодня и кооперативы. Кстати, в районе, как Олег Алексеевич уже отметил, мы специально привезли всех глав администрации посмотреть, как развивается сегодня узкая тема кооперативы, как можно на селе строить предприятия. Буквально за короткие последние 3 года открыто 40 кооперативов, из них 18 успели уже получить господдержку и построить такие предприятия в разных районах. Понятно, Батаревский район один из самых активных, и вообще по развитию малых форм хозяйства, для разных ферм, Батаревский район лидер всегда. Это радует, когда на селе создаются новые рабочие места. Конечно, это для нас очень важно. Сегодня, что я хочу сказать, сделается очень много. Спасибо всем и главам поселения, абсолютно всем, общественности. И сегодня для этого есть самое главное, все возможности. Есть куча программ. Главное, надо понимать, что мы хотим, правильно подготовиться, расставить приоритеты и дальше уже пошагово все это реализовать. И тогда мы точно любую Европу обгоним.
И так многие же из вас бывают в разных регионах, потом возвращаешься и думаешь, как же у нас хорошо. В общем, спасибо всем. И, честно говоря, вот я думал, говорить, не говорить. И сказал, что вам, Михаилу Геннадьевичу, понравилось. Сегодня использую ваши возможности Батыревского района. Если правильно подойти, у вас сегодня вообще в правительстве 3 своих вице-премьера, еще 1 министр. 4 министра у вас в правительстве. А дальше, как вы выстроите отношения, как докажете эффективность, что вы могли в главе уже правильно упаковать, преподнести и согласовать, дальше все в ваших руках. Пролет Узан, пролет Рашсан, Yoldaş'ta Pelegros'un bir Nigam'da Kürşat'ın vizabuzda olmaş, Tutarzen'de, İrjezen'de, Adan President'e gezip, Pedem Yevroğuz'un proletçi sayıflarıyla Hamur'un proletçi zemine, Veştim onlara Pelegros'un. Турнеде Тегургут, район Тогургут Билишул Тударный Атпа, Чундан Черели, Ошын Заламладым, Кашли Гидек Килежу Дудыр, Сыллық Теле Ямныжу. Тогда лучше. Ну а мы продолжаем. Слово для поздравления предоставляется депутатам Государственного совета Чувашской республики Олегу Владимировичу Мешкову, Валерию Михайловичу Антонову, Роману Юрьевичу Алексееву, Юрию Алексеевичу Попову и депутату Чебоксарского городского собрания депутатов Сергею Григорьевичу Антонову. Хизепри Юлдасен, Кадыва Туслав, дорогие друзья, поздравляю всех с таким замечательным праздником, с днем рождения, 95-летием нашего района. Тут много было, кажется, сказано хороших слов. На самом деле я рад, горжусь, что я уроженец Батыревского района, что мои корни отсюда. И знаю, что Батыревский район, Батыревцы — это вообще великий народ. Многонациональный, дружный, сильный, храбрый, умный и так далее, так далее, так далее. Это вообще замечательный, гостеприимный народ. Тут много сказано уже, на самом деле добавлять особых нечего. Хочу сказать, что искренне поздравляю всех с праздником, желаю процветания, развития. И хочу сказать, что такое пожелание, Антон Геннадьевич сказал, вот, доходы вроде бы большие, но бюджет мало. А я предлагаю таким образом, что вот в скором времени, друзья, республика и страна узнает, что Батыревский район станет донором республики. Вот это вот супер замечательно. Я уверен, что так и будет. Всем добра, процветания, здоровья, радости и любви. Малалла, Алга, вперед! Өрігін болдар Алексей, шырығын болдар Падырезем, Кундагелі Ханазем, Сирия Паянки, Уян Ежебе, Курледе Саламлада, Курнасылва Теле Жунады. Вот, Юлдашем, Мана Паян Шагында, менде ұзан әшлеметченде ұзасын, епнамен келмесін чекеміз. Кел бішіп ма, или менде ұзан суала мауын ұзан келмесін че, акуме куява мене келмесін. Так, Саванмалла, Шамбада, мен қалашын. Я савна, я текле журналса үссе, күршілі Падырезембе ялан туслы бұлныжын. Мен де жекле, ажеке жүклех, ебер спорт кенебе тамлашатты бірце Падырезембе, үссе детсел, құлара студентся бұлдық, ебер ялан бірле бұлны, Падырел, Кайшал, Ельжик, вот шал савандара. И баяғы года руководитель Пулнамай, Ядыш Пулнамай, ебер Падырел районде Ядышеве, Пулембене Шивых трапора, перберменде жүреппір, калажаппыр, васен опытизбе балажаппыр, васен билем бадагилеш. Вот Шамбек Пурнузасын бирде бой. Шамбада баянки уявезбе бургеде саламладым, урде Шамбек маллада келештерсе перберменде пулоша пурдар, сыблы пулдар телей, ада бойш уявезбе. Хизепте Олег
Алексеевич, Хизекли Юлдашсан, Хизекли Ингишсен. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемый Олег Алексеевич, Рудольф Васильевич, уважаемые батревцы. Сегодня приятно видеть, как динамично развивается Батревский район, столько объектов открывается. Это говорит о том, что Батревский район не стоит на месте, и нам всегда приятно ориентироваться на вас. Как уже было сказано, батревцы очень дружные, очень сильные и очень командные люди. Поэтому вас хочу поздравить с праздником, пожелать всем успехов, здоровья и процветания вашему району. С праздником! Добрый день, Олег Алексеевич, Рудольф Васильевич, земляки, гости. Вот сегодня, побывав в Батревском районе, честно говоря, я очень сильно удивился. Сам я уроженец Комсомольского района. Изучая два района, на самом деле, очень быстро и динамично развивается ваш сегодня Батревский район. Строятся многоквартирные дома, школы, больницы, ну и так далее, другие социальные объекты. С уверенностью могу сказать, что, Рудольф Васильевич, вы на правильном пути, вы гордость своего района. Ну и, завершая свое выступление, хочу сказать всех с праздником, с юбилеем 95-летием. Спасибо. Бүгін болдар Хақы Олег Алексеевич, Рудольф Васильевич, Хақы еңгерсем, Таманзем, Тусем, Сумлы ветеранзем, Чаниханзем. Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич, Рудольф Васильевич, уважаемые земляки, дорогие гости и почетные ветераны. Я на самом деле очень рад, что я батревец, что я уроженец Батревского района. Я очень внимательно послушал министра финансов Михаила Геннадьевича. И на самом деле все познается в сравнении. Вот живя здесь на месте, может быть, не все замечаешь, вот ту динамику, то развитие, которое каждодневно делает каждый житель Батревского района. Вам огромное спасибо. Это делаете вы, это вашими руками, вашим подходом, вашим правильным подходом к жизни. Я от всей души поздравляю вот с этой датой, 95-летием. Праздник серьезный, праздник, позволяющий нам делать, с одной стороны, анализ, с другой стороны, большие планы на будущее. Ну и, пользуясь случаем, я, вот завершая наше такое групповое выступление, я хочу, зачитывать не буду, от имени председателя Государственного совета Чувашской республики Леонида Ильича Черкесова, от всех депутатов Государственного совета Чувашской республики, вот здесь есть приветственный адрес, куда я вас хочу пригласить, вручить. Здесь все написано. И еще раз, с праздником, удачи, везения. Сыйлығы бұрын мала бұлдар, тебелі бұрын мала бұлдар, таза бұрын мала бұлдар, вұрын бұрын мала бұлдар. Тавдабуш, подрезен. Спасибо вам. Просим занять свои места. Общественные организации, как и другие некоммерческие объединения, являются важным элементом населения для реализации публичной власти как на государственном, так и на местном уровне. Слово для поздравления представляем председателю Чувашского регионального отделения Российский детский фонд Кислову Юрию Михайловичу. Добрый день, уважаемые друзья. Хочу подчеркнуть, какое большое уважение Рудольф Васильевич и батревцы оказывают общественным организациям. Вот все до меня выступали тройка, четверка, пятерка. Времени не хватало, Михаил Геннадьевич, да, все торопили. Но у меня целых 20 минут на поздравление, поэтому я спокоен. В разные годы, лет 30, наверное, уже, я работаю с Батревским районом, с людьми, которые Батревская земля воспитала. И убеждаюсь в тех словах, о которых говорили все выступающие. Люди ответственные, дисциплинированные, поставленные цели, задачи выполняют всегда, как бы ни было тяжело.
И вот сегодня подтверждение, 2-3 месяца тому назад мы собрались, батаревцы поставили цель, собрали средства, внедрили эти средства в дело, и сегодня мы с Натальей Алексеевной открыли хорошую, отличную спортивную сценическую площадку в детском садике. И так всегда батаревцы ставят цель, находят средства и выполняют. Я очень горд присутствовать сегодня в вашем коллективе. Поздравляю от имени детского фонда, от имени себя лично. Повторяю, мы в разные годы по разным программам работали вместе длительное время. И хочу выразить надежду, Рудольф Васильевич, я думаю, надежда умирает последней, что на 100-летний юбилей вы нас всех в этом составе пригласите. С праздником! Спасибо огромное. Мы продолжаем, дорогие друзья. Слово для поздравления предоставляется председателю Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталье Алексеевне Николаевой. Добрый день, дорогие друзья. Мне, наверное, проще всего выступали одни мужчины. Я являюсь прекрасной половиной этого человечества, от лица прекрасной половины человечества. Позвольте поздравить с этим праздником, сказать, что вы настоящие богатыри и соответствуете той территории, где проживаете. Очень хочется, чтобы вы продолжали совершать подвиги во имя прекрасных дам, потому что весь комфорт и благоустройство чаще всего мотивируют женщины. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы эту череду, наверное, свершений своих будете продолжать дальше. Хочется пожелать здоровья, благополучия, а самое главное, наверное, веры в то, что каждый человек оставляет след в душах людей, на своей территории. Я уверена, что здесь все присутствующие так или иначе уже действительно много сделали для процветания любимого своего края. Поэтому в год выдающихся земляков все могут сказать, что они состоялись, действительно много делают для того, чтобы наш край процветал. Свершений, великих побед, и чтобы мужчины не забывали, что они каждую минуту остаются героями и рыцарями для нас. Спасибо. Спасибо огромное. Слово предоставляется председателю Батаревского землячества Александру Владимировичу Миронову. Ирыгун едешем, Кинеханазем, но 20-го не межпредение, но тем не менее, Изельный подряд район Дорогинчев, Бурнаган Таванадзем. Примите искренние поздравления с 95-й годовщины со дня образования Батаревского района. 2 сентября знаменательная дата, настоящий праздник для всех, кто любит родной район, гордится его богатой историей, культурой и природными богатствами, знаменитыми земляками, писавшие яркие строки, летопись ратных и трудовых побед во имя Родины. Сегодня Батаревский район является одним из наиболее динамично развивающихся, который обладает высоким потенциалом развития, возможностью для привлечения инвестиций в экономику и особенно агропромышленный комплекс и туристическую сферу. На наших глазах преображается его внешний облик, более комфортнее для жизни, труда, учебы и отдыха становятся наши деревни и села. Хизепля Даванзем, Пирин район, Черешинде, Чеварсем, Тударзем, Изезем, Вырысем, Эмеревен Туслов, Килиш Тезе Бурнаще, Перлехле Бой, Тезе Пельзе, Калана Чевашхалаге. Главным достоянием всегда были и остаются люди, доброжелательные, трудолюбивые, энергичные и талантливые. Мы, уроженцы Батаревского района, по воле судьбы, проживающие за его пределами, выражаем глубокую благодарность всем жителям Батаревской земли, труженикам промышленных и сельскохозяйственных предприятий, строителям, специалистам жилищно-коммунальных хозяйств, работникам образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, торговли, предпринимателям за неоценимый вклад в развитие и процветание на благо общества, за искреннюю любовь к родной земле. Самые сердечные слова поздравлений и признательность я адресую нашим дорогим героическим предкам, которые подарили нам свободную родину и счастливую жизнь под мирным небом. И всем батаревцам старших поколений,
которые пронесли любовь и преданность родной земле через всю свою жизнь. Самоотверженно работали на ее благо, делились с ней радости, горести, победы и сложные времена. И сегодня достойными продолжаться в славных традициях предшественников являются молодые батровцы, которые добиваются высоких достижений в учебе, труде, творчестве и спорте. Дорогие друзья, от всей души желаю вам крепкого здоровья, отличного праздничного настроения, успеха во всех делах и начинаниях, счастья и благополучия в семьях, нашему району счастливого будущего, дальнейшего развития и процветания. Уяв я тебе купнете черерен Саламлада, идешь куштебе подряде индешике и дышу Миронов. Спасибо большое, огромное. Сегодня мы вспомним историю становления Батревского района. Среди нас сегодня есть те руководители, которые стояли у истоков становления района. Анатолий Дмитриевич Самаркин, Николай Васильевич Селиванов, Николай Иванович Клухов. Особые слова благодарности хочется сказать вам. Каждый из вас за разные годы внесли весомый вклад в развитие местного самоуправления района. За эти годы вы показали себя как сильные, опытнейшие и мудрейшие политики. Вы не только сумели сохранить полученное наследство, но и приумножили. Благодаря дипломатическому таланту и другим выдающимся качествам и вашей плодотворной работе, опыту, инициативе, умению принимать ответственные решения, наши органы самоуправления развиваются, продолжают заложенные вами традиции. Мы гордимся тем, что сегодня имеем возможность сердечно поздравить вас, искренне уважаемых людей. Под бурные овации мы приглашаем вас на сцену. Уважаемые друзья, товарищи, я вас всех поздравляю с таким замечательным юбилеем. Желаю крепкого здоровья, пожилым, счастливой и радостной жизни, молодым успехов в труде. Юбилей 95 лет – это юбилей, но это еще и история, дающая повод для воспоминаний, дающая повод поговорить о сегодняшнем дне. Да, район развивался неплохо. Я начал работать в районной звене в 70-м году. Хорошо помню, какие успехи были. Это, конечно, заслуга бывших наших руководителей всех уровней. Но самая главная заслуга – это наше население. Они своим трудом, своим умом, своими, приумножением достигнутого район всегда выводили на первые места, на передовые места. Трудно было тогда работать. Почему? Потому что все было регламентировано, все было лимитировано и никаких инициатив. Тогда, наверное, впервые появилась такая фраза «инициатива наказуема». Время прошло, другое время, другие люди пришли, да и сама система она изменилась. Сегодня все наоборот. Инициатива, инициатива, инициатива. Инициатива должна быть не только на уровне района, она должна быть у каждого из нас. Потому что, когда есть инициатива, тогда дела идут. Один пример только. Инициативное бюджетирование. Люди сами начали уже увлекаться в решении проблем больших и малых своих территорий. Это еще и воспитание населения района. Мне сегодня очень приятно слышать, что уже люди, проявляя инициативу или группы, начали организовывать субботники, воскресники. Они облагораживают свои территории, ремонтируют тротуары, мосты, наводят порядок, места захоронений. Конечно, я прекрасно понимаю, сегодня такой переходный период, что мы уже переходим к образованию округов. В связи с этим, в связи с ликвидацией сельских поселений, сейчас огромная работа предстоит по организации территориальных органов самоуправления, которые практически берут на себя всю полноту ответственности. Я думаю, что, уважаемые главы сельских поселений, поработайте, пожалуйста, подберите людей, пока время есть, пока они получат. Сегодня глава республики
успел отъехаться, я тоже хотел сказать, но все равно я выскажу. Конечно, у нас очень много начинаний со стороны главы республики и правительства республики. Я, конечно, теперь уже кто-то даст, желаю им удачи, чтобы наш район тоже самое в этих начинаниях принимал самое активное участие. Еще раз вас поздравляю с праздником. Вам счастья, добра и здоровья. Спасибо. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, глубоко символично, что празднуя юбилей района, оно совпало еще одним юбилеем столетия со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. И мы, как воспитанные дети, должны учтиво подходить к этим двум датам, ибо второго не могло быть, без первого не могло быть второго. Мы, работая на разных должностях в самое разное время, нам удалось внести определенную лепту в социально-экономическое развитие не только района, но и республики. Работая в качестве райкома профсоюза председателем, мы в те годы открыли впервые детско-юношескую спортивную школу при правкоме колхоза «Герой». Второе. В то время мы открыли санаторий, профилакторий с койко-мест на 25 мест. Это было уникальным учреждением во всем Советском Союзе. Уникальность этого учреждения заключалась в том, что подобные учреждения открывались только со 100 койко-мест, а нам это удалось. За это время прошли сотни и тысячи наших трудящихся крестьян, которые смогли оздоровить расположение данного санатория-профилактория. Мы смогли открыть, работая в качестве председателя райкома профсоюза, профсоюзный дворец культуры при сельхозтехнике. Там было занято 16 штатных единиц, ровно столько, сколько на сегодня в районном дворце культуры. Вот высота тех задач, которые мы решали. И, конечно же, это не в часть, уважаемые товарищи, каждому, видимо, хочется высказать то, что переполняет его душу, что представляет вопросом чести и достоинства. И поэтому об этом я и выражаю. Работая председателем комитета Государственного совета Чувашской республики по бюджету, налоговым сборным банкам, нам удалось заложить конституционные основы законодательства Чувашской нашей республики на новых реалиях, на новых условиях. Уважаемые товарищи, власть не может быть она аморфной, она должна быть конкретной. Но власть становится опасной тогда, когда чувство объективности, человечности, совестливости подменяется субъективизмом под себе. Это очень важно нам знать. Поэтому мне хотелось бы пожелать всем нам с вами строить более задач стратегического характера для нашего района. В условиях главы района, мне думается, я особо хотел бы подчеркнуть, поскольку многие из здесь сидящих не знают, мы решили две важные задачи для района. Это первое, мы привели газ в район, работая неимоверно в сложных и трудных условиях, когда мы не имели ни одного живого рубля. И вы сегодня, проезжая по территории Батарского района, вы, наверное, обращаете внимание, как по всем дорогам главным хорошо красуется ввысь, тянутся, это приближенные лесополосы. Таким образом мы смогли еще одну стратегическую задачу решить в тех же сложных условиях, когда мы сделали дороги все погодными. Желаю вам здоровья, счастья, сохраняйте свою молодость до следующего нашего юбилея. Спасибо. Бүгін бұлдар кезекті едірсен, Аярный Кич, Дуслар Евгений Кунаглад. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня 95 лет, которые мы отмечаем
день рождения нашего района, я хотел бы немножко окунуться назад, хотя бы сказали наши предки, вспомнить Петра Тимофеевича Тимофеева, первого секретаря райкома партии, вспомнить Василия Антоновича Никитина, вспомнить Василия Дмитриевича Петрова, которые, работая, держали в своих жестких рукавицах район, когда были всякие волнения, всякие терпения, разделения, объединения, соединения наших сельских территорий. Николай Васильевич, вы достали и тот период, когда начали распадаться наши сельхозпредприятия, учреждения, но мы район удержали, район сдержали, и вот, как было здесь сказано, благодаря нашим таким мудрым, умным руководителям, которые нам передали эту власть. Касаясь того времени, которое 14 лет мы вместе работали, будучи я в 92 году приехал в свой родной район, не будет мне это стыдно сказать, но тем не менее было такое, я жил в соседнем районе, там был везде песок, всегда ходили мы с 1 мая в тапочках, а я приехал 28 мая в Батуровский район, село Батурово, Ленка Николаевна засмеялась, потому что я первый к ней зашел, я просто приехал в ботинках и утонул. Около райадминистрации была такая лужа, просто я его не замечал. Ольга Николаевна, здесь можно насыпать в универмаге. Побежал, и вот так было. А сегодня, конечно, все, что мы видим, я хочу по-философски немножко сказать, что для того, чтобы сегодня сорвать яблоки с яблони, надо иметь сперва семя. Это семя должен кто-то посеять, а его сеяли, то, что я сказал, наши предки. А потом за этими яблонями надо ухаживать, чтобы появились цветы. Это сделали все последующие поколения. А потом, чтобы сорвать яблоки и его съесть, и это семя передать опять тому, кто его будет сеять. Вот таким должно быть иерархия власти. И дай Бог, чтобы она сохранилась, и это семя всегда давало свои плоды, которые будут всегда вкусно на столе и в обществе. Касаясь того периода, когда мы работали, просто 24 часа, 365 дней, это был напряженный труд всех тружеников нашего района. В особенности, касаясь того периода, я смотрю на Надежду Сергеевну, она мне говорит: Надежда Сергеевна, готовьте проекты строительства школы, Шигырданской первой школы, Тацугутской, подготовьте проекты для перекрытия садика Василек, Солнышко, Центрального, других. Надежда Сергеевна ко мне зашла: Николай, о чем ты говоришь, говорит? У нас мел купить денег нет. Какие проекты? Мы это еще видели. Надежда Сергеевна, вспомните, здесь, наверное, здесь, по-моему, да? Шигырданская школа. Была здесь, я видел, да, вот она здесь. Когда мы начали газифицировать эту школу нашу, никто не верил, что газ сюда придет. И благодаря тому, что проекты были готовы, Минсур Халидович здесь, наверное, да, Минсур Халидович? Он ночами не спал. И когда объявляли какие-то конкурсы, в республике проектов не было. А у нас всегда на столе лежали готовые проекты. Мы таким образом строили Шигырданскую школу номер 1. Таким образом строили мы татарскую узкую школу. Вы бы посмотрели, вспомните, уважаемые тацугутцы, в каких условиях ваши дети учились? В 5, 6, 7 зданиях учебного. И в зимнее время, когда 30-40 градусов мороза, дети просто уходили домой из-за того, что там тепла невозможно было содержать. Вот это время все прошло. А какие дороги мы строили? Я вспомнил Сергея Петровича Рубцова. Валерий Петрович, по-моему, здесь я видел. Вот тогда я еще мастером работал. Просто мы ночевали в люле, Людмила Александровна. И вспомню тех твоих женщин, которые рубили трассу поселок Люля. И никто не верил, что мы его туда построим и достроим. Когда Николай Васильевич Федоров, будучи президентом, день села Первомайска приехал, и мы поехали в Люлю, и он мне говорит: Николай, куда мы едем? Я говорю: поселок Люля. А это что, Батуровский район, что ли? Я говорю: да. Так далеко от райцентра, это почти 40, сколько лет назад? 52 километра. И все это мы построили. Ну, а не говоря о газах, когда 10 часов вечера или ночи идет планерка,
у главы администрации в зале, и один из подрядчиков встает и начинает возникать. Я его просто взял и выгнал с кабинета, с зала. Так, Иван Алексеевич? И начали мы строить газ. Сутками строили, никто не спал. 2 часа ночи езжай, бульдозер, экскаватор работали, в Абамзу строили Кураматвары, строили Ульяновку. Людмила Александровна взялась и вспоминает, как народ выходил и говорил: не надо нам газ, мы в лесу живем, дайте нам дороги. А Людмила Александровна говорит: вы в 1933 году сюда заселились, как беженцы, убежавшие от колхоза, чтобы вам колхоз не нравился, а сейчас опять не нравится вам. Тогда объясняли мы каждому жителю, что надо строить газ, потому что идет программа газификации республики, принятая президентом Чувашской республики Николаем Васильевичем Федоровым и правительством Чувашии. И все это было. Все это прошло. Я просто вспоминаю все эти свои 14 лет. Вот сейчас мы с Николаем Васильевичем сидим, Николай Васильевич говорит: Николай, ты прости уж иногда, мы ругались там. Я говорю: Николай Васильевич, сейчас ты тот человек, который умеет прощать. Я всех простил, кто со мной. И сегодня я готов со всеми пообщаться, посуждать дальше, как развивать все наши 56 населенных пунктов Батрумского района. К сожалению, есть еще некоторые вопросы, проблемы, которые надо в каждом населенном пункте решать. У каждого маленького населенного пункта есть большие проблемы. А у больших населенных пунктов, как наши Шигырдан, еще большие проблемы. Потому что то, что сегодня открывает цеха, открывает переработку, люди начинают заниматься. Это мы видели. Тот период, когда в Татарстане приезжали к нам делегациями изучать этот вопрос. Мы готовили проекты, чтобы из села Шигырдан вывести всю переработку. Чтобы село Шигырдан не превратилось, извините за парламентское слово, в помойку. Практически по каждой улице текло красного цвета жидкость. Так, шигырданцы? А сегодня приятно, приезжаешь, тут современный цвет европейского уровня, тут современный заводик, тут хорошая продукцию выпускают, тут тебя встречают, там провожают. Это, конечно, приятно. Для этого, чтобы делать, мы ездили. Я сам только благодаря Николаю Васильевичу Федорову был в 11 странах мира, смотрел, как это делается. И все это мы приглашали по одному каждому руководителю, чтобы они готовили проектную документацию для этой переработки. Я сперва не поверил, что это будет, а это стало около нашей поляны первые цеха, которые сегодня работают. И все это предвиделось. И, конечно, фермерские хозяйства, которые сегодня развиваются, я благодарен всем нашим гражданам, которые взялись за землю, и сегодня, слава Богу, нет ни одного клочка земли, который у нас пустует. И все это заложено было в программу развития Чувашской республики, которые принимали депутаты Государственного совета в разных формах, в виде законов, в виде нормативно-правовых актов. И все это сегодня внедряется в жизнь. Сегодня очень много, Сергей Геннадьевич правильно сказал, надо инициативировать, есть программа. Я помню, Татьяна Александровна приходила ко мне рано утром в 7 часов или поздно вечером и говорит: Николай, там такая-то федеральная программа есть. Потому что она сидела, как курица в гнезде, никуда не выходила из своего кабинета. Сидела, все эти программы изучала. И вовремя давала информацию руководителю района, чтобы мы могли это все делать. А я вспомню, как мы иногда даже не замечали, я просто вам скажу секрет свой, так пришлось работать. В четверг вызывают 2 Сергеев. Один Сергей Кузнецов, по-моему, родители здесь у него оба. А другой Сергей Рачкин. Так, готовьте Волгу. Едем в Москву. Быстренько поехали в четверг. А я своим сказал, я поехал в Чебоксары. В пятницу целый день меня нету. А я в Москве все вопросы решал. Особенно по строительству сельских дорог. Иван Алексеевич мне вовремя подсказал. Такие дороги у нас начали появляться перед Минсельхоз России. И Татьяна Александровна, она всегда знала, где какие программы разработанные работают в Российской Федерации, в Чувашской Республике. И на основании этого мы принимали нормативно-правовые документы с депутатами районного собрания. Спасибо того времени депутатов. Были у нас разные споры, разные взаимоотношения, но мы всегда приходили к консенсусу и принимали решения. Хочу здесь вспомнить и Михаила Владимировича Петрова. Неординарный был человек, но всегда старался делать хорошее для того, чтобы мы принимали правильные решения. И сегодня в главном сельских поселениях, хочу сказать, вы сегодня оплот своего народа, вы
должны всегда быть впереди сельских территорий и всегда иметь на руках хотя бы один проект готовый, чтобы вы могли его в этом году воплотить. Из-за этого сегодня 95-летие района хотел бы всем поблагодарить, поздравить с этим юбилейным днем. И сегодня действительно 95 лет вроде немного, а так посмотреть это совсем немного. Из них 14 лет мы работали. Другие сегодня работа ведется, завтра будут. Здесь было сказано, молодежь это будущее. Мы должны воспитать их и правильно дать направление, чтобы они не забывали все, что было в истории нашего района. Я сегодня благодарен всем организаторам, которые все это организовали, администрации района, главу района, что пригласили сюда Аксакалова обсудить, послушать и выслушать некоторые свои высказывания, мнения. И, конечно, молодежи передать, чтобы мы дальше развивали свой родной и любимый Батайский район. Люблю я вас всех, ценю, уважаю. С праздником! Спасибо огромное, Гульзаровой Ольге Николаевне. Награжденных просим остаться для общего фотографирования. Николаю Алексеевичу. Жавдету Шевкетовичу.
земляки, дорогие друзья, Аслатландзин и Секли, Туссин. Я, признаюсь, очень волнуюсь. Рад, я переполняю чувство радости за прошлое и уверенность за сегодняшнее и за будущее. Уверенность еще и потому, что я сам сейчас уже активный, сознательный участник созидания нашего будущего. Приятно было слушать все выступления. И во всех выступлениях практически звучало либо прямо, либо рефреном слово «дружба». Татары и чуваши, и другие национальности. Мы живем действительно дружно. Это искренне так. Я как выходец из деревни Кызылчишма, который учился в Реле Чваршапе, Вещу, могу изнутри сказать, она, если кто-то даже в этом сомневается, она действительно искренняя дружба, которая передается нам от поколения на поколение. И ведь это не просто так. Это дружба, основанная на духовности нашей, на понимании, правильном понимании духовности. И благодаря нашим духовным руководителям во многом. Я хочу сегодня это отметить. Да, мы много работаем, каждый в своем направлении, сельскохозяйство, промышленность, технологии, образование, наука. Я сам как представитель направления образования могу сказать, я принимаю вот этот вот знак, орден, будем говорить, действительно, как некое признание того, что я работаю в области науки, образования. Но вот мне так посчастливилось получить этот знак вместе с нашими духовными лидерами. Дорогого стоит. То, что организаторы это понимают и пригласили. И огромное вам спасибо. Давайте от души похлопаем и поблагодарим наших духовных. Их понимание и на высоком уровне дружба передается и нам, и молодежи. Виктор Рахмет, огромное спасибо. И я еще завершаю. Конечно, мы все, я думаю, каждый может сказать, мы горды, что мы будем носить этот знак этого юбилея, этого праздника. Прекраснейшее выступление, которое было перед нами, это повторить нельзя. Это действительно основатели, те, кто действительно посадили семьи и взрастили, и довели вот до такого явления, чтобы мы дальше продолжали. Это наши руководители нашего района и их команды. Огромное им спасибо. Вот, принимаю это как аванс для себя лично. Я думаю, может, и другие. В своем направлении образования и науки я обязуюсь и дальше продолжать. И весь потенциал, который вокруг меня, конечно, направлять в наш район, в нашу республику, Чувашскую республику, Батырский район. И вот, чтобы не быть голословными, сегодня уже вот сейчас сказали, да, как примите, дорогие коллеги, как подарок от нас, вот, прекрасный центр, молодежный центр, храм науки, образования, молодежный центр Салят Батыр, как некий центр, который мы вместе с вами будем наполнять и духовностью, и знаниями, и это все будет служить молодежи, и это наш подарок от Сапина Газалиева Харяуны, почетного гражданина нашего района, от администрации района, это активнейший, благодаря кому это вот нам удается и удалось выстроить, и будем дальше развивать и наполнять. И Джалиб Шавкаевич Сулейманов, директор, здесь сидит со своей командой. И, конечно же, Салят, который участвует в этом. И все те министры, которые к нам приходили и поддерживали, уже практически весь район знает об этом. И вот это наш подарок 95-летию нашего района. Спасибо. Спасибо огромное. Ну что ж, бурные аплодисменты и общая фотография на память. Спасибо. Громче, громче, друзья! Я прошу
прощения, я просто хотел сказать Абдулвалиев Ренат Аблахач. Я не помню, я озвучил или нет это имя, потому что без него такого прекрасного комплекса у нас не случилось. Огромное спасибо строителям. Такое качество я нигде не видел. Это огромное спасибо. Спасибо огромное. Николай Андреевич, мы продолжаем. Но я лечусь в Эстонии. Памятная медаль за 25-летие образования Бахарского района главным сельским поселением 4-го созыва вручается Киргизову Владимиру Петровичу. Никитину Владимиру Клементьевичу. Янукову Николаю Геннадьевичу. Пельцаеву Сергею Геннадьевичу. Краснову Владиславу Алексеевичу. Алиулову Финилю Ансаровичу. Камалову Раилю Харисовичу. Никитину Станиславу Фердинандовичу. Раскину Николаю Никандровичу. Федорову Владимиру Николаевичу. Кутузовой Илье Владимировне. Чернову Леониду Валерьевичу. Еремееву Александру Михайловичу. Козлову Динару Минитуловичу. Рубцову Николаю Михайловичу. Мандюковой Марии Ильиничне. Валикову Минсуру Харисовичу. Ну что ж, аплодисменты и, конечно же, общая фотография на память с главами сельских поселений Бахарского района.
Чего-то